Пользователь YouTube Саид Сафархаджаев выложил в интернет свой опыт общения с екатеринбургскими полицейскими. Как утверждает житель Таджикистана, сотрудники патрульно-постовой службы забрали у иностранца деньги. Саид решил заступиться за друга. За что брали 3000 у молодого человека? Вот этого. Вы? Конечно. Вам-то не стыдно? Только приехал, там у него деньги даже нету. А кто взял-то? Вот молодой человек. Какой молодой человек? Да. Взял? Вот он. И что Он взял? Вы взяли? Да, вы взяли. Приезжаем, сейчас вызывали горячую линию, сейчас будем разбираться-то. Что вообще? Может, вы наговариваете? Не стыдно. Кто наговаривает-то? Вы, может, Минут наговариваете? 15 назад я вас видел, там, где его поймали. По словам Саида, полицейские, передвигаясь в патрульном автомобиле в районе рынка Таганский ряд, остановились для проверки документов у его соплеменника, гражданина Таджикистана, и забрали деньги, лежавшие в паспорте у юноши. Догнать патрульный экипаж удалось только у отдела полиции. 3000 доставайте, которые брали у него-то. Какие? 3000, которые ты брал-то. Вот у него минут 15-20 назад-то брал-то, я отпустил-то. Минут 15-20 был на заявку. Я вас видел, я сам просто не догоню. Таганский, за Таганск. Какая разница, по дорогу остановили, взял 3000. Вы доставай 3000 по-хорошему, сейчас будем до прокуратуры пойдем. Удивительно, но полицейские без каких-либо эмоций отнеслись к заявлениям пострадавших об ограблении. Не стали уточнять детали, не предложили мужчинам пройти в дежурную часть, чтобы написать заявление о совершенном преступлении. Даже не потребовали документы у Саида, как это часто бывает, когда с правоохранителями начинают говорить так резко. Доставайте 3000 прямо сейчас. Не стыдно? Не стыдно тебя-то? Где-то бы взять бы. Иди лопатку бери, как он не работает, в стройка-то чехот. А вы что умничали? Вы сюда приехали, вы еще права еще качать будете? Мы сюда приехали, тебя кормить, что ли? Гражданство России получили. Какая разница тебе? Какая разница-то? Какая разница? Я законно нахожусь в территории Российской Федерации. Ты что знаешь, все законы, как на иностранец ходит, как разговаривать, как должен ходить, что ли? Доставай лучше 3000. 3000 доставай, который ты брал-то. Он брал 3000-то. Я брал. Он не может быть, чтобы он брал-то. Он только 2 недели назад приехал. Ты брал-то, вы втроем вышли. Ладно, хорошо. Эту запись, появившуюся накануне в YouTube, мы передали в Главное управление МВД по Свердловской области. И вот, как увиденное, прокомментировала замначальника пресс-службы Нина Пелевина. Цитата. «Безусловно, это видео будет изучено в Управлении внутренних дел по Екатеринбургу, будет проведена проверка. В случае установления вины сотрудников они ответят в соответствии с российским законодательством». Вместе с тем хочется напомнить, заведомо ложное сообщение о преступлении является уголовно наказуемым деянием. Мы уже имели дело 1,5 года назад с оговором сотрудников, доставивших 2 братьев-дебоширов из ночного клуба в отделение полиции. Оговор был как со стороны их родственников, так и со стороны случайно оказавшегося в дежурной части правонарушителя, который производил видеозапись, сопровождая ее репликами с обвинениями полицейских в совершении неправомерных действий. Проверка показала, что сотрудники тогда действовали в соответствии с законом и нарушений не допускали, а их оболгали из мести. Поэтому и эта видеозапись будет изучена очень тщательно. Конец цитаты.